Видео переведено и озвучено по инициативе и организационной поддержке сайта Лесосад golesosad.com. Семена и саженцы редких растений. При финансовой поддержке общественной организации Международное содружество творцов родовых поместий. Китай добился успеха в превращении некоторых из своих крупнейших пустынных регионов в плодородные земли, богатые растительностью. И сегодня вы увидите, как Китай превращает некоторые из этих бесплодных земель в поразительные зеленые оазисы. И чтобы не тратить ваше время, перейдем к нашему видео. Номер 1. Смотрите, как лесовое плато трансформировано в лесистую местность в северо-западном Китае. Это лесовое плато растянулось на 7 провинциальных регионов в северо-западном Китае. Ископаемые останки подтверждают, что люди жили здесь уже миллионы лет назад. Но постепенно выпас скота и вырубка леса погубили растительность и разрушили почву. К этому моменту восстановлено 163 тысячи гектаров леса. Покрытие лесом возросло до 71%. Сегодня бесплодные земли покрыты буйной растительностью. Номер 2. Китайская никелевая столица претерпевает разительные перемены. Китайская никелевая столица, город Цзиньчан в провинции Гансу, претерпевает разительные перемены. Однако добыча металла привела к серьезному ущербу для окружающей среды. Город добился более чем устойчивого развития, и сегодня здесь бурно развивается выращивание цветов. Номер 3. Борьба с крупнейшей пустыней Китая. Пустыня Такламакан известна как море смерти. Песчаные бури опустошают местные земли половину календарного года. Максимальная температура на поверхности летом может достигать 70 градусов по Цельсию. За прошедшее десятилетие более 3000 работников посвятили себя озеленению этой пустыни. Спустя 30 лет безустанных усилий зеленая территория в центре пустыни Такламакан покрывает 43,6 квадратных километров. Номер 4. Китайские энтузиасты лесоводства посадили 5 миллионов деревьев за 10 лет. Знакомьтесь с нашими энтузиастами леса. Из любви к лесу Янь Цзичин собрал команду по воссозданию лесов после ухода на пенсию в 2009 году. Число ее участников уже возросло с 10 до 600 человек. Средний возраст участников группы около 65 лет. В 50-е годы 20 века лишь 2% уезда Шисянь были покрыты деревьями, что привело к серьезной эрозии почвы. Сегодня деревья покрывают все горы провинции. Номер 5. Китайский фотограф стал свидетелем разительных перемен в маленькой деревне в провинции Гуйчжоу.
Одного фотографа из китайской провинции Гуйчжоу больше всего поразило произошедшее в деревне Майоу. С началом китайской программы борьбы с бедностью женщина, попавшая на фотографию Ши, сегодня обзавелась новым домом. Местный проект по борьбе с бедностью помог уже 1 320 000 людей в Гуйчжоу. Номер 6. Планета зеленеет во многом благодаря Китаю и Индии. Исследования американского космического агентства НАСА показывают, что площадь поверхности Земли, покрытой зелеными насаждениями, увеличилась за прошедшие 2 десятилетия, и что Китай и Индия внесли в это основной вклад. Феномен озеленения был впервые отмечен при оценке данных спутников еще в середине 90-х годов, благодаря исследованиям НАСА, основанным на информации, собранной за 20 лет приборами 2 спутников на околоземной орбите. Номер 7. Фермеры сажают деревья на скалах в китайской провинции Чунцин. Группа фермеров в юго-восточной провинции Чунцин добилась успеха в посадке деревьев на голых скалах и обрывах для защиты почвы между скалами от истощения. Чем выше они взбираются, тем больше осыпается камней. Они рискуют сорваться в любой момент. Одевая лишь защитные шлемы и без какого-либо иного снаряжения, они использовали траву или более крупные растения, чтобы не упасть вниз. Номер 8. Взгляните, как Китай вносит свой вклад в глобальное увеличение озеленения. Данные спутников НАСА показали, что Китай и Индия возглавляют усилия по озеленению Земли благодаря амбициозным программам посадки деревьев в Китае и интенсивному сельскому хозяйству в обеих странах. Статья, опубликованная в последнем номере журнала «Экологическая устойчивость природы», доказывает, что как минимум 25% роста озеленения планеты с начала 2000-х годов произошло в Китае. Номер 9. Крестьяне победили бедность, превратив бесплодные земли в оазис на юго-западе Китая. Уезд Сичоу в юго-западной провинции Юньнань страдал от опустынивания здешней местности. 75,4% ее территории были покрыты камнями. Местные крестьяне, намеренные изменить ситуацию, с 90-х годов 20 века после исследований решили посадить киви и кустарники сафора, учитывая подходящее состояние почвы. Сегодня в этом районе 330 гектаров посадок киви. Также они превратили 140 квадратных километров скалистых земель в густые леса.
Видео переведено и озвучено по инициативе сайта Лесосад go.lesosad.com. Выращивайте лесосады вместе с нами. Перевод Святослав Макаров. Голос за кадром Сергей Горин. 2020 год.